Здравствуйте, уважаемые друзья! А мы начинаем очередной подкаст, который называется «Как дела?» и реализуется Союзом людей с инвалидностью равенства в рамках проекта «Инклюзивное общество для детей с ограниченными возможностями здоровья. Фаза 3» при поддержке общественного фонда ФСДС. Здравствуйте, девушки! Здравствуйте. Добрый день. Приветствую вас. Мы начинаем наши очередные подкасты «Как дела?». Спасибо, что вы пришли к нам в гости. Меня зовут Укей Мураталиева. И представьтесь, пожалуйста. Душенова Гульзар, председатель общественного фонда Джархтак. Бирюкова Виктория, пиар-менеджер равенства Союз людей с инвалидностью. Отлично. И сегодня у нас тема такая: студенты с инвалидностью, право на образование. И вот у меня первый вопрос сначала к вам, Гульзар. К чему должен быть готов будущий студент с инвалидностью? Будущий студент с инвалидностью, не знаю, к чему должен быть готов. По-моему, к острому ощущению, потому что мы знаем, что у нас в Кыргызстане для людей с инвалидностью нет доступной среды для свободного передвижения. Мы знаем, что у нас в городе есть 60 высших учебных заведений, из которых 30 это частные, 30 это государственные. И все они недоступны вообще для людей с инвалидностью. Нету доступа во входе, там пандуса нету. И, например, помещения, где проходят лекции, они на 3-м, на 4-м этажах, где нету вообще лифта. И вот это только внешние проблемы, а внутренние проблемы еще больше, гораздо больше, чем мы думаем. Мы чуть позже об этом поговорим. Да, и Вика, пожалуйста. Готовиться, наверное, я не скажу ничего нового, скажу, как моя коллега, готовиться очень ко многому. Опять же, все идет к тому, что нет банальной доступности. Мало того, что есть этическая сторона вопроса, но мы пока об этом не говорим, есть еще физическая сторона вопроса, когда очень-очень трудно добираться, очень трудно подниматься, лекции проходят то в одном, то в другом здании ходить, уборные, извините за подробности, это дырочка в полу, куда не присядешь никогда, это правда. Банальная такая доступность, к этому и готовьтесь, что ее просто нет. Как вы думаете, это может быть причиной тогда вообще не поступать в вузы, в университеты? Знаете, я отвечу так. Наверное, когда у тебя есть какая-то цель и какое-то желание получить образование, ты идешь и делаешь это на морально-волевых. В принципе, я магистратуру свою, бакалавриатуру так и закончила на морально-волевых. Просто было некое желание, куда я стремилась. Я знала, что мне нужно образование. И после того, как я получила свою инвалидность, это другая история, это не врожденная, приобретенная. Я долго была в депрессии. После встала перед родителями и сказала: «Мам, пап, когда вы умрете, я не хочу не хочу в переходе стоять с протянутой рукой просить милостыню. Нужна профессия». Конечно, причины, если не поступать, найдется миллионов. Но в наше время все равно мы понимаем, что мы как-то люди с инвалидностью, мы не можем работать физически, поэтому мы должны получить образование, чтобы найти себе работу по своей возможности. Поэтому я думаю, что
Я вот работаю 20 лет уже как активист и занимаюсь активизмом. И работала в госучреждениях, я поняла, что нужно высшее образование, потому что это требование госучреждения, что мы должны получить диплом. Но одного желания этого мало. У нас, если не будет доступности, доступной инфраструктуры, о чем говорить дальше, если мы физически даже не можем попасть в это здание? Например, учебные заведения, в которые я ходила, вообще нет у нас. Я промониторила и поняла, что там только 2, по-моему, университета, где есть хорошие условия для людей с инвалидностью. Спасибо. И я хочу уточнить. Дело в том, что кто-то из вас уже закончил свою учебу, да, а кто-то, может быть, возобновил, либо продолжает. Поделитесь, пожалуйста, на какую дисциплину вы поступили, Гульзар? Я в этом году мне 45 лет, я поступила только в этом году, потому что до этого хотела поступить, но семейные обстоятельства не позволили. И потому что я одна растила своих сыновей, и я должна была им дать возможность закончить среднее образование, потом поступить. И только вот теперь у меня появилась такая возможность поступить. Специальность какая? Специальность – это международное право и юриспруденция. Вика? Я уже закончила образование. Это было 4 года бакалавриатуры, 2 года магистратуры по специальности русская и славянская филология. Так что я такая богиня филологии тут вся. Вот. Ну и в принципе еще надо сказать для интереса, что есть планы, есть задумки пойти в юриспруденцию, 2 высшее получать в этой области. Отлично. И вот у меня предложение. Дело в том, что у нас сегодня аудиоформат, да, и, наверное, гостям будет это интересно, что именно вот в наших подкастах появляются только люди с инвалидностью, но у всех разные категории. Пожалуйста, немножко опишите для наших слушателей, кто вы, что вы и какой у вас диагноз, и как с этим жить. У меня первая группа инвалидности, я пользователь инвалидной коляски, я не хожу уже 20 лет. У меня первая группа инвалидности. Инвалидность моя приобретенная. Я перенесла ишемический инсульт. И вот сейчас период реабилитации, но он немного затянулся. Но, тем не менее, все отлично. Вот никому не секрет, что и учащимся студентам, и те, кто поступают, всем предстоит доказывать, что ты не верблюд. Я к тому, что к студентам относятся так, что нам придется сталкиваться со стигмами и стереотипами относительно инвалидности. Пожалуйста, расскажите о своем опыте, как нужно идти через лес и остаться живым. Но у меня опыт был такой, что когда я поступила, я не знала, на кого поступить именно. Я понимала, что надо поступать на психолога, потому что говорили, есть потребность психолога именно с инвалидностью, человека с инвалидностью. У нас много проводится тренингов, и мы всегда пользуемся услугами психолога. Но потом, когда я хотела поступать в БГУ, и меня так встретили, как вот Уки правильно отметил, что как верблюда, который ничего не понимает, который не может учиться там. И, знаете, я уже раньше рассказывала, что даже я плакала там в БГУ, сидела, плакала, потому что при входе там были ступеньки, еле преодолела эти барьеры, потом зашла, и мне сказали, что сразу же отказали, сразу сказали, что если ты поступишь в бюджет, тебе надо будет каждый день приезжать и уезжать, и лекции проводятся на 4-м этаже. Вот такие препятствия были там. Так, надо сказать, что преподаватели
с моего факультета именно филологии ко мне отнеслись очень тепло, очень приветливо. Но преподаватели, приходящие, как вроде география или физика, вот с ними у нас сложились такие именно отношения, что я некий верблюд для них. Ну, вот такое было. Было именно оценочное суждение не по тому, какой я студент, как я учу, как я делаю какие-то задания, а было оценочное суждение, что я человек с инвалидностью, и значит, я что-то не смогу, как-то буду в хвосте держаться, что меня можно не учить достаточно, как просто людей. Ну, в общем, вот такие истории встречались. Да, и я уверена, что вот в студенчестве у вас случались какие-то смешные истории, с которыми вы пересекались или случалось с вами. Расскажите, пожалуйста. Право сказать, прям смешных историй и не было в моей практике, потому что, опять же, повторюсь, то, что преподаватели с моего факультета относились ко мне просто по моим заслугам именно в учебе. Очень адекватно. Ну, например, преподавательница по естествознанию, и знаете, вот, в общем, она проверяла по журналу, говорила фамилии учеников, студентов. Каждый должен был встать. Ну, это первая пара у нее, и знакомилась так. Вот, читает фамилии все. Доходит до Бирюковой Вики. Я не могу встать, мне тяжело. Мои однокурсницы говорят: Диана не может встать, ну вот это Вика, ей тяжело. И она такая, это Эджешка. А что значит больная? Я, в общем, заплакала от этого, очень расстроилась. И вторая ее фраза убила просто всех. Понятно, еще и психически больная. Вот. Мне кажется, тут стоит задуматься, да, кто психически болен. И это точно, мне кажется, не ты. И вот вы правильно отметили, что быть студентом не всегда просто, но действительно стоит перед собой поставить цель. Я, слушая вас, вспоминаю свое студенчество. Я училась на художника 5 лет. В какой-то момент, на 4-й год, я завыла, потому что говорю: боже, что я здесь делаю? Еще 1 год, я повешусь. И я вспоминаю, как зимой я шла в сторону университета, и было очень скользко, держаться было не за что, и я держалась вот в сторону, когда университета шла, по Белинке, там есть деревья. Я обнималась с этими деревьями, и у меня куртка всегда была грязная спереди, и когда мне хотелось ругаться не литературно, я напоминала себе, что так, у меня есть цель, я должна закончить университет. Согласна. Только именно это и спасало, что в ситуациях, когда все очень плохо, когда хочется плакать или быть, просто думай о том, что у тебя есть цель. Вот это, по-моему, для всех наших слушателей именно я посоветую. Да, это круто, и я думаю, что нам стоит просто поделитесь с нами, с вашими ценностями, которые помогают вам сейчас учиться, и Вика, что помогло вам завершить свой учебный путь, ценности. Начну, наверное, я. Первая такая ценность — это то, что, опять же,
я должна была получить профессию, не стоять в переходе с протянутой рукой. А также, конечно, это мои родители, важная ценность для меня. Ну и в смысле обучения они мне помогли очень сильно. И если бы не было их рядом, то, возможно, и не закончила. И третье, наверное, то, что я планировала всегда помогать людям, заниматься активизмом, заниматься правозащитой. А тут, когда магистерское образование, это же у тебя статус, это же, ну, в общем, вот 3 моих ценности такие. Ну, как Вика уже сказала, нас уже как бы правозащитниками провозгласили из-за этого. И тем более я открыла свой фонд, и я понимаю, что мы должны знать юридические права. Защищая свои права, мы должны учиться защищать права людей с инвалидностью каждого. Да. Это была первая моя цель. А во-вторых, мне очень понравилось работать в госучреждениях. Я в прошлом году работала оператором в колл-центре в ЦИК, в Центральном избирательном комитете. Мне очень понравилось. И поняла, что я должна получить какое-то высшее образование, чтобы там работать. Мы знаем, вот недавно мы провели интервью, да, опрос, анкету, и мы поняли, что многие женщины с инвалидностью, они не работают в госструктурах, они в основном работают на себя, именно дома. Я хотела бы, чтобы нас было больше, чтобы мы продвигали свои права и возможности людей по защите прав людей с инвалидностью. И вы знаете, я вас слушаю, вы меня вдохновляете на то, что я уверена, что кто слушает, сейчас скажет, ну понятно, это Гульзар, это Вика, у них все получилось, я не они, мало ли что, да, может им помогают. И вот скажите, может ли являться наличие инвалидности фактором, который должна остановить вас там идти учиться? Идти учиться, мы же как целеустремленные девушки, уже дальше дороги нету. Мы же только вперед. Мы должны достигать своих целей. И я думаю, каждый сможет, если он перед собой поставил цель, и ему не должны быть никакие помехи, даже это наличие инвалидности. Потому что мы знаем по себе, это будет очень сложно, это будет очень трудно, но все равно надо идти дальше. Вот, да, соглашусь с фразой. Будет сложно, будет трудно, но все-таки возможно. Вот и все. Больше у меня слов на эту тему нет. И нет, возвращаясь к вашему вопросу, наличие инвалидности, конечно, делает путь более тяжелым, но все-таки не должен послужить препятствием отказываться, даже исходя из международного права. Человек с инвалидностью, человек без инвалидности, они имеют право получать образование и учиться. Так что, ребята, все, кто нас слышит, учитесь, пожалуйста. Да, особенно люди с инвалидностью должны больше получать образование. Мы понимаем, что у многих людей с инвалидностью даже среднего образования нет. О чем говорить о высшем образовании? Если у нас не будет образования, мы не можем защитить себя и защитить свои права, интересы. Ну, думаю, ребята, те, кто хотят поступить, идем и поступаем. Те, кто учатся, нужно продолжать учебу, да, потому что это очень важно. Разговор действительно получился очень интересным. Давайте еще раз напомним, кто у нас был в студии. Душенова Гульзар, председатель общественного фонда «Жарықтық», студентка первого курса международное право и юриспруденция. Бирюкова Виктория, пиар-менеджер Союза людей с инвалидностью равенства, магистр филологических наук. Боже! Всех благодарю. До свидания.